Очень вкусно, очень сладкое. Это Бианка. Я хочу оставить частичку нашей авиакомпании в Баку. Салем Достар, с вами Диана, и мы начинаем нашу рубрику Low Cost Travel. Сегодня мы отправляемся из Алматы в Ахтау, а дальше в Баку. Оставайтесь с нами, будет интересно. Стегнитесь, мы взлетаем. Полет составит 2 часа 55 минут. Наш полет до Ахтау прошел быстро. Мы успели и покушать, и немного поспать. Мы в Алмате прилетели в Ахтау. Дальше через 2 часа мы летим в Баку. Сейчас будем проходить регистрацию, а дальше уже на посадку и вылетаем. В продолжении нашего влога мы уже успели поменять самолет. Из Алматы мы долетели в Ахтау, а уже летим в Баку. Кстати, пилот обещал нас довести за 40 минут, прикиньте. А сейчас мы летим на Каспий. И, кстати, во время полета мы заметили, что у нас обновили меню. Тут же указали наши награды за Skytrax. Горжусь. Смотришь и прям хочется попробовать все блюда. Дамы и господа, добро пожаловать в международный аэропорт города Баку. Ребята, мы долетели. Добро пожаловать в Баку. Мы вышли с аэропорта. Здесь те самые такси, как в Англии, как мы называем баклажан такси. Но мы поедем на автобусе, называется Аэропорт Экспресс, зато сэкономим. Чтобы доехать до города на общественном транспорте, вам понадобится карта для проезда Баки-карт. Ее можно купить возле выхода из аэропорта. Помните, что терминал принимает только наличные, поэтому обменяйте немного денег на местную валюту для покупки карты. Мы сели в автобус, очень просторный, чистый, с кондиционером. Проезд за одного пассажира стоит 1,30 манатов. Это примерно в тенге около 360 тенге. Автобус ходит каждые полчаса до города, до нашей остановки, до центра. Примерно ехать около часа, плюс-минус. Поехали. Салем Достар, второй день в Азербайджане. Сейчас время 9 утра, но мы гуляем по набережке. К сожалению, очень мало людей. Как мы знаем, азербайджанцы никуда не торопятся, так что утро только начинается. Приморский бульвар – это живописное место вдоль Каспийского моря, идеальное для прогулок и отдыха. Здесь много зелени, фонтанов и уютных дорожек. А сзади меня находится дом правительства Азербайджана. По стилистике он такой современный, исторический, очень красивый. Это величественное сооружение, гармонично сочетающее восточные и современные архитектурные элементы. Если вы мечтаете увидеть Лондон, Сидней, Торонто и Сингапур в одном месте, то прилетайте в Баку. Вечером особенно приятно гулять, любуясь огнями города и отражениями в воде. И тут также есть кафе, рестораны и проходят различные мероприятия, создающие атмосферу уюта и радости. А вот и Аризона. Переходим подземный переход и оказываемся в старом городе. В Баку вы точно не останетесь голодными. Кафе тут расположено буквально на каждом шагу. Если вы прилетели в Баку на долгий отпуск и вам не хватает роуминга, который у вас есть, то вы можете приобрести местную связь Азерцел, либо здесь у нас есть Баксел. Тут же специалисты вам помогут, установят и подключат вам нужный тариф.
Только что мы обменяли деньги в банке Абиби Банк на фоне. Сегодня мы обменяли по курсу 1,69 манатов, $100. Это у нас примерно 170 манатов. И мой вам совет: меняем в аэропорту минимум деньги, доезжаем до города и обмениваем деньги уже в банках или в обменных пунктах. И тут красиво все. То есть хочется останавливаться, снимать, снимать и снимать. Мы здесь остановились снять фото-видео и заметили, что здесь, смотрите, что мы нашли. Арстан, прям как наш логотип. Капец красивый. А какие глаза! Мы решили заглянуть на знаменитую улицу, где снимали фильм «Бриллиантовая рука». Черт побери, здесь же снимали фильм. Черт побери. Черт побери. Черт побери. Черт побери. Черт побери. Черт побери. Житель этого дома рассказал нам небольшую историю об этом месте. Увидели, как вы падали. Вот отсюда прибежал контрабандист, схватил Никулина и со словами черт побери, занес его сюда, вот в это место. Вот, пожалуйста, вот это место. Даже специально для вас такую картинку сделали. Это наш прабабушкин дом. Когда снимался фильм «Бриллиантовая рука», ей было 32 года, она стала очевидцем этого фильма. Вот это место, как я им сказал, это место, где ему накладывали гипс. До фильма здесь никакой аптеки, ничего не было. Просто обычным подвалом было. Вот здесь люди живут. Вот смотрите. Вот эта бабушка, снимите ее. Вот она живая у нас легенда, которая, еще раз повторяю, стала очевидцем. И вот здесь, дорогие гости, здесь вот живут простые местные жители города Баку, старого города. Здесь живут с основания старого города. А сам старый город был основан в V веке. А вот это дублерская версия Андрея Миронова. Костюм. Кепка Никулина тоже дублерская. Но оригинал у нас, к сожалению, он в золотом фонде кинофильма Мосфильма. Послушали историю? Ну а теперь вперед за сладостями! Добро пожаловать в наш магазин. Магазин Миндаль. Магазин национальных сладостей Азербайджана и Турции. Значит, наш магазин является продажей национальных сладостей Азербайджана и Турции. Также разных видов лукумов, разных видов чаев. От медицинского до просто расслабляющего чая для мозга, которые они очень полезны. Вообще в нашем магазине все вкусное, натуральное, а самое главное полезное, так как все это мы привозим с деревни. Лукум с гранатом, лукум с яблоком, с апельсином, черешней, с горными цветами, с медом и также вином. Еще есть розовая вода, то, что вы сверху видите, розовая вода и белая вода. Все натуральное, среднее, вкусное, самое главное полезное. Сейчас будем пить чай. Миндальное варенье. Есть варенье. Это Ананас. ананасовое. Прошу попробовать. Очень вкусно. Очень сладко. Одной из наиболее известных достопримечательностей Чили-Шехер является Девичья башня. Башня имеет круглую форму и высоту около 28 метров. Если шепнуть что-то у основания башни, звук будет слышен на ее вершине. Также, друзья, имейте в виду, что во многих достопримечательностях в понедельник является санитарным днем, и поэтому наши планы чуток меняются. Но вы имейте в виду заранее. Здесь, в целом, если вы хотите заказать или в целом воспользоваться услугами, работает 3 приложения. Это у нас первое Bolt, второе Uber и третье Yango. Так что имейте в виду. А еще есть местные такси-баклажаны. Я вам в начале нашего влога показывала их. Они прям такие фиолетовые, есть красные, есть черные. Вот. Дальше уже на ваше усмотрение. Еще есть общественные транспорты. Мы сейчас садимся на такси. Мы пришли на Яшил базар. Для вашего понимания, он как наш зеленый базар в Алмате. Яшил базар в Баку – это яркое и живое место, где можно найти фрукты, овощи, местные деликатесы, зелень, варенье, сухофрукты, мед и так далее.
Здесь царит уникальная атмосфера. Этот рынок существует с советских времен и до сих пор сохраняет свой уникальный дух. Интересный факт. На Ешлык-базаре можно найти редкие и экзотические фрукты, которые привозят сюда из разных уголков мира. Салям Стар. Добрый вечер. Время 8 почти. Сейчас мы будем ужинать. И нам друзья посоветовали 3 заведения. Это было салам баку, кайнана и мангал. Мы все еще стоим и думаем, даже пойти на ужин. Но мне кажется, мы выберем. Друзья, как мы обещали нашим самым активным подписчикам, мы привезем сархат гостинцы из Азербайджана в Баку. Сейчас будем выбирать магнитики, кружки, в целом всю красоту постараемся увезти с собой. Так что будьте активными, ставьте лайки, отправляйте ваши огонечки, подписывайтесь на наш канал и на наш Инстаграм. Кто хорошо работает, тот хорошо кушает. С таким девизом мы сегодня пришли покушать, поужинать в ресторане Салам Баку с таким шикарным видом. Пожалуйста, посмотрите. Видно и башни, и город. Друзья, мы пришли пробовать азербайджанскую кухню. Мы также снимаем и влог на YouTube. Это мой коллега, друг Даняр. Сейчас будем пробовать национальное блюдо, называется хингалы. Итак, приятного нам аппетита! Это как наш казахский беш-бармах. Надеюсь, очень вкусно. Беш-бармах с фаршем, я так скажу. У нас еще есть салат, называется... Я взяла меню, чтобы также вам подсказывать цену. Хингал, стоимость хингалов 10 манатов. Салат, помидоры в кизиле. Здесь состав помидоры, грецкий орех и также лук, красный лук. Кутап с тыквой, кутап с сыром. Погнали! Напоминает казахскую ораманан. Вкусно. Сейчас будем пробовать с сыром. То чувство, когда поела. Мне нравится с сыром больше. И запиваем все колой. Ждем остальные блюда. Серван, мой друг сегодняшнего вечера. Баранина, шафран и лук. И сейчас мой друг Серван покажет, как правильно есть. Даже у супа есть правила приготовления, употребления. Да, наливаем бульон первый раз. Это у нас шафран. Серван? Серван? Да, какой шарман? Нет, шафран. Да, так. Ой, вы уже устали. Да. Надо домой. Нет. Спасибо большое. Так. Блюдо, салам баку. Салам Баку. Да. Вау. Что Так, это особый соус, да, и лаваш, Лаваш. жареный лаваш. Это с мясом. Мясо телятины. Шашлык, да, телятина. Шашлык. Да. И овощи. И овощи, да. Приятно. Спасибо большое. Очень красиво. Ну что ж, давайте попробуем быстренько наш суп и перейдем к салам Баку. Наше блюдо третье называется салам Баку. Шашлык в авторском соусе. Мясо. Очень вкусно. Приятного нам аппетита. Ночной Баку – это город, который оживает яркими огнями и динамичной атмосферой. С наступлением темноты столица Азербайджана превращается в красочный фейерверк, огни которого отражаются в водах Каспийского моря.
Салем Тустар, третий день в Баку. И, как вы знаете, мы параллельно ведем Instagram-сторисы активно. И мы получаем вопросы насчет проживания и размещения в Баку. Подскажу вам, что цены за отели в Баку могут варьироваться от расположения, от сезона, а также от уровня сервиса. Бюджетные отели. Цена за одну ночь составляет от 20 до 50 долларов. Также имейте в виду, что имеются также хостелы, цена которой будет примерно от 5 до 10 долларов за ночь. Средний сегмент от 50 до 130 долларов за ночь. А также люксовые отели, цена которой будет примерно от 150 долларов за ночь. Цены могут меняться в зависимости от сезона и мероприятий. Поэтому советуем заранее проверять предложения и актуальные цены на их сайте. Также вот несколько платформ для оформления проживания в Баку. Booking.com. Широкий выбор отелей с отзывами и фильтрами. Второе. Airbnb. Вариант для аренды квартир и домов. Третье. Expedia. Удобный сервис для поиска отелей и пакетов. Четвертое. Hotels.com. Предлагает акции и бонусы на бронирование. И пятое. TripAdvisor. Позволяет сравнить цены и прочитать отзывы. Также стоит обратить внимание на местные агентства, которые могут предложить хорошие условия. Друзья, мы на следующей локации. Добро пожаловать в центр Гейдара Алиева. Центр Гейдара Алиева в Баку – современный комплекс, посвященный памяти первого президента Азербайджана. Центр Гейдара Алиева в Баку – это уникальное архитектурное сооружение, спроектированное знаменитой Захой Хадид. Плавные, волнообразные линии здания полностью лишены углов, создавая впечатляющий визуальный эффект. Сверху здание напоминает подпись Гейдара Алиева, что добавляет ему особую символичность и значимость. Центр не только восхищает своим дизайном, но и предлагает богатую культурную программу, делая его важной частью жизни города. Вход в музей стоит 15 манат для взрослых, а внутри можно увидеть множество интересных экспозиций и даже эксклюзивные автомобили. Теперь немножко поговорим о погоде. Приятно проводить время в городе – это утром и вечером, потому что чуть-чуть спадает жара, становится прохладно, дует ветерочек, а днем, это же лето. Так что не забудьте с собой главное – головной убор, солнцезащитные очки и крем от загара. Мы, кстати, еще уточнили у местных жителей, где бы можно позагорать, покупаться. Нам подсказали, что они обычно едут в зоны отдыха или на пляж, тоже за городом. А насчет бассейнов, здесь бассейны имеются при отелях или в спорткомплексах. Я пошла в тенечек, боюсь сгореть. Нагорный парк – это место, где можно насладиться природой и культурными достопримечательностями Баку, а также провести время на свежем воздухе, наслаждаясь потрясающими видами на город. Ребята, вот и подошел наш трехдневный трип по Баку к концу. Надеюсь, наш влог был полезен для вас, и вы будете пользоваться нашими лайфхаками, которые мы показали в видео. И в завершении нашего влога я хочу оставить частичку нашей авиакомпании в Баку. А это значит, у меня сейчас на руках сертификат на перелет по любому направлению Флайерстан для одного счастливчика, туда и обратно. Как вы знаете, мы сейчас находимся в Нагорном парке, и следующим кадром мы покажем, куда мы спрячем наш сертификат. Надеюсь, он найдет своего обладателя. Увидимся в следующем городе. С вами была Диана. Пока-пока. Ну что ж, дорогой зритель, сертификат на перелет сам себя не найдет. А если быть точнее, наш клад находится в Баку, в столице Азербайджана. Отправляйтесь на Нагорный парк, который находится по улице Теймура Ильчина в сторону Пламенных башен. Затем направляйтесь к монументу Вечного огня Шахида.
И не доходя до него, поверните налево. Слева находится колесо обозрения, вид, и справа находится вышка. Здесь найдете вы 2 камня, и между ними будет наш сертификат. Ну что ж, удачи! Надеюсь, наш сертификат найдет своего обладателя.